общественность города, ребята, которые только что прибыли из специальной военной операции. Одним словом, широкая общественность сегодня отмечает эту дату. И очень важно, чтобы мы не забывали имена своих героев. Потому что время такое, что когда зовет Родина, они должны вставать в единый строй, что они сделали. И сегодня многие вспоминают Олега. Если бы в 2014 году вот это все можно было заглушить, то сегодня бы таких масштабов война, конечно, бы не достигла такого широкого, как бы, одним словом, слов нет даже, вот, чтобы выразить, как бы это помягче. Но судьба и Родина едины. У кого-то судьба складывается так, что остается живым, а кто, может быть, вот как Олег, покинул этот мир, показал, что он настоящий мужчина, настоящий осетин, настоящий патриот своего отечества. Есть. Давайте, да, то же самое о том, что важно помнить, скажем на эстинском. На эстинском? Мана абун ям румбердиштамиву чижита Олеги мамайты кутой Донецче иронадамы ном волдаре волдарчикота мотахам лапуди Олег махпама кудыканаму самай набонва алкамандер нафашивадан дансак хашин Оледжисах. Утыхаяма Олег тым бирашкота, а в тибиришкомана Ворошенкова Донецкий Анахан Республика. Майнабу мах жаган рухшагот яном катарита ровкуднава мах кнала матар ина фалтерта самая кудукано я хамла путину намта войну ксал сашпала. Спасибо. Кажется порой, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Где мои? Дорогие друзья, сегодня на этой священной земле Министерство Республики Северная Осетия Алания по национальной политике и внешним связям, Военно-историческое общество России по Северной Осетии, Республиканский дом дружбы народов нашей республики, Общественный совет города, Управление культуры нашей администрации города открывает День памяти выдающегося командира многонационального батальона полка особого назначения, дислоцирующегося в Донецкой Народной Республике, кавалера ордена мужества, кавалера высшей награды Донецкой Народной Республики, он герой Донецкой Народной Республики, медали высшей награды нашей Северной Осетии, медали во славу Осетии, легендарного командира батальона
Олега Анатольевича Мамиева. Позывной у него был Мамай. На этом мероприятии сегодня присутствуют представители многих разных организаций. 74-й полк 58-й армии Южного военного округа, представители политических, патриотических клубов, медицинского колледжа, колледжа полиграфии, ветераны локальных войн. Вместе с нами сегодня здесь присутствуют сегодня представители военного комиссариата, Владикавказской, Аланской епархии. И кого я не забыла еще? Следственный комитет, ну, общественность города. Здесь самое главное, сегодня с нами семья Олега, мама здесь, мама Вера, сын Заур, Залина, дочка, Рита, дочка, их внуки, то есть семья сегодня, вот она собралась вместе с нами, чтобы отметить эту дату. Дорогие друзья, героико-патриотическая акция, посвященная Дню памяти Олега Анатольевича Мамиева, объявляется открытой. Друзья, с нами сегодня представители органов государственной власти и местного самоуправления города, первый заместитель министра Ирсуалани по национальной политике и внешним связям Андрей Юрьевич Бессонов и советник главы администрации города Владикавказ Казбек Николаевич Мамаев, конечно, да. Поэтому я предоставляю слово им. Дорогие друзья, позвольте мне от имени руководства министерства поприветствовать вас на этом важном мероприятии. Пожелать вам здоровья, счастья и почтить память нашего уважаемого Мамиева Олега Анатольевича. Я также хочу выразить благодарность семье, которая воспитала такого замечательного патриота нашей Родины, такого замечательного человека, который вот, не щадя своих сил, отправился на защиту нашего Отечества. Как говорится, память ему вечная будет, пока мы будем жить, мы о нем будем помнить. Поэтому спасибо вам большое за его воспитание, за его то, что он вот сделал для нашей Родины, для нашей страны. А вам всем счастья, здоровья и удачи. Мирного неба над головой, самое главное. Спасибо большое, Андрей. Слово Казбеку Николаевичу, советнику главы администрации города. Добрый день, дорогие участники, ребята. Сегодня на самом деле мы пришли, собрались, чтобы почтить память достойного человека, одного из героев Осетии, героев России. Такие люди сегодня нам нужны, именно сегодня день, когда происходит специальная военная операция на территории Украины. Вот о таких людях равняются личный состав. С самого начала боевых действий на территории Донбасса этот человек находился там. И за все время показал себя геройски. Никогда не было такой ситуации, что где-то он проявил какую-то
не сказать трусость, но что какой-то даже растерянность и так далее. Он везде показывал себя так, как должен показывать себя достойный сын своего народа, сын Осетии. Дай Бог, чтобы вы, которые здесь собрались, молодые ребята, были похожи на него. Он прожил достойную жизнь, и от нас зависит то, чтобы мы помнили, не забывали таких людей, каким был Олег. Олег, себашты да усыбашты хожах, то вот Сардаудан, когда бинотом, да бинота да рамышцы, масын, она не знает куда, пойтыхай, васахай. Себашты да усыбашты хожах, то вот рук шагу. Спасибо, Казбек Николаевич. У Казбека Николаевича фамилия Мамаев и Мамьев почти одинаковые. Дай Бог, должен Олег. Да. Дорогие друзья, а сейчас я хочу слово предоставить человеку, который не на словах, который сам лично прошел почти все локальные войны здесь на Кавказе, в Афгане побывал. И сегодня он долгое время руководил военным госпиталем у нас в Осетии. И сегодня он заместитель председателя Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов нашей республики Вилли Алиевич Курбанов. Пожалуйста, Вилли Алиевич. Дорогие друзья, вот я, честно говоря, чуть-чуть эту его группу маме Олега Анатольевича, у нас, вы знаете, позывной у него был Мамай. Честно говоря, мне пришлось его группой, чуть я был знаком благодаря Калоеву Георгию нашему, который ездил, был в Донецке все время, и он мне с ним познакомил, мы нет общались с ним, мне очень приятный человек. Это гордость не только нашей, он герой не только Донецкой Народной Республики, он наш герой, герой Осетии. Он прославил Осетию. Вы представляете, какое там у него осталось не то что след, но они очень хорошо, я связан чуть-чуть с ними, поэтому знаю, он молодец, его помнят, он действительно герой. И мы должны равняться, молодежь, вы должны равняться на таких людей, как Олег. Это, еще раз говорю, это наша гордость нашей республики, это гордость всей России. Таких ребят, к большому сожалению, мало. Но мы должны равняться, и у нас должны быть такие ребята. Спасибо огромное, что вы все пришли сегодня. Очень много народа, я даже не ожидал, что столько народа соберется. Вам огромное спасибо, что мы пока, как говорится, пока мы будем проходить, вот так, как еще сказать, память, пока о нем будет, он будет жить у нас в наших душах, в душах своих родственников, матери, братьев и сестер. Спасибо огромное. Спасибо, Вилли Алиевич. Дорогие ребята, я обращаюсь к вам, потому что здесь мы сегодня присутствуем представители разных национальностей. Вот Вилли, Андрей Юрьевич русский, осетин, дагестанец Вилли Алиевич. И очень важно, чтобы в каждой нации есть герои Отечества. В каждой нации есть патриоты. Я сейчас хочу предоставить слово одному из таких патриотов Северной Осетии, председателю Международного общественного движения Высший Совет Осетии Казбеку Иналовичу Иналдиеву. Я бы хотел сказать большое спасибо людям, которые сегодня организовали вот это мероприятие. Я вам просто хочу сказать, Олег Мамьев вырос на моих глазах. Он с того же села, где я родился, вырос, остался жить. И вы знаете, вот не зная Олега, но зная его предков, можно было предположить. Олег маленький был, но кто мог знать, кем он может стать, какой подвиг он совершит, что он будет делать для того, чтобы сплачивать народы. Но я знал его деда, знал бабушку, знал отца.
его отец тоже рано умер. Но это были люди, на которых равнялись все. Это такой дед был, что к нему люди приходили за советом. Вот такой высоконравственный человек был. И раньше так было. Спрашивали, когда хотели узнать о младшем, спрашивали, а кто его дед? Вот когда Олега не стало, на его похоронах я говорил, и я им это рассказал. Я говорю, Олега последние годы я не видел, то есть постоянно он был где-то, вот в самых горячих точках. Но я знал, что где Олег, там будет всегда понимание, там будет мужество. Примером подражания Олег будет везде и всюду, и так и получилось. Потому что его дед, если бы дед был тогда жив, и он бы сказал, я хочу пойти туда, он бы его не остановил. Он бы сказал, правильно ты делаешь, и надо идти туда, где надо помочь. Вот такой был Олег. И знаете, сегодня подвиг всегда объединяет людей. Подвиг, он живет с нами. Он с нами ходит рядом, мы просто это не ощущаем. Вы посмотрите, вот недавно, вот маленький парнишка, которых обстреляли вот на Украине, да, и он сам такое тяжелое ранение получил, забыл об этом и девочек спас. Вот подвиг, он живет с нами, он с нами ходит. Вот как без воздуха нельзя, вот, видимо, и без подвига тоже нельзя нам, видимо, жить. Кто-то должен быть примером подражания. И вы, будущие Осетии, мы уверены в том, что вы будете самыми лучшими людьми, потому что будущее Осетии за вами, и это помните. И вот эти подвиги, эти выдающиеся люди являются для нас примером. Сегодня я вам не раз это говорил. Подвиг, трудовой или ратный, в моменте его совершения принадлежит человеку, совершившего этот подвиг. Потом он становится достоянием народа. И всегда думайте, что вы не только фамилию представляете, не только своих родителей, допустим, но вы представляете лицо Осетии. И никогда об этом не забывайте. Ошибиться очень легко. Еще говорят так, не ошибается тот, кто ничего не делает. Такого быть не может, чтобы человек родился и ничего не делал. Это обман. Но вы всегда будете впереди и везде в гуще событий. И дай-то Бог, чтобы только в хороших таких жизненных ситуациях вы проявляли свои высшие качества, без чего не мыслим сам человек. Я вам говорю, вот видите, эта дорога, это аллея славы, да? Ну, дорога тоже в жизни, она одна. Это дорога чести и славы. И вы это помните. Между честью и бесславием есть невидимая граница. Я вам не желаю, я вам желаю только, чтобы вы шли по этой дороге чести и никогда не почувствовали, что такое бесчестие, бесславие. Это считай, что человек уже похоронил себя заживо. И я вам этого не хочу. Вы цветущие. И мы радуемся, когда вас видим. И дай-то Бог, чтобы всегда помнили, что Родина, она одна. И любить Родину надо как родителей своих. И вот тогда вы будете самыми достойными и уважаемыми людьми на этой земле. И счастья вам. И чтобы наша вот такая поддержка ребят, которые сегодня проливают кровь, чтобы они всегда чувствовали, из-за чего они это делают. Это из-за нас. И это помните всегда. Спасибо, еще раз говорю, всем, кто организовал это мероприятие. Оно нужно. Всегда мы должны помнить о тех, которых нет рядом. И они живут ровно столько, сколько мы о них помним. И это тоже помните.
Наши предки будут жить ровно столько, сколько раз мы к ним на кладбище будем ходить. Ухоженное кладбище, вот тогда они живут с нами. А так они уже уходят, и так будет, видимо, повторяться. Но я уверен, что вы такая молодежь, которая никогда не будет забывать о том, что ценности, которые нам даны, человеческие, их надо как зеницу ока оберегать. И счастья вам всем. А те люди, которые вам просто наставления дают, чтобы их ценили, любили как своих родителей. Спасибо всем. Спасибо, Казбек Иналович. И в продолжение его темы у нас сегодня здесь присутствуют и семьи погибших в специальной военной операции. Это гвардии капитана Сергея Александровича Висяч, его супруга Галина и члены этой организации, там Марина Астахова и другие. Здесь сегодня у нас сотрудник Центра патриотического воспитания, участник СВО, больше чем полгода он там пробыл, Николай Лесник. Пожалуйста, давайте мы его посмотрим, такого молодого, посмотрите, молодой такой парень, полгода пробыл, сегодня он в Центре патриотического воспитания. Пожалуйста, слово тебе, Коля. Я сотрудник Центра военно-патриотического воспитания. Хочу сказать, что те люди, которые осознали необходимость ведения специальной военной операции после трагедии в Одессе, когда 2 мая людей заживо сожгли в Доме профсоюза. Мамиев Олег осознал одним из первых, что нужно бороться с тем, что зарождается на Украине. К сожалению, его не стало до начала реализации полномасштабной операции. Но он своими силами энтузиастов из Донецкой Народной Республики, из Луганска, начал свою операцию, свою войну с теми людьми, которые начали поддерживать нацистскую идеологию. Спасибо большое. Спасибо, Николай. Дорогие друзья, я сказала уже, что с нами 58-я армия, 74-й ее полк. И я представителю армейцев даю слово. Пожалуйста, Александр Гумаров, фамилия его, Арсений Гумаров. Как сегодня продолжает армия эти традиции? Наша армия, в частности 58-я, с успехом выполняет поставленные ей задачи, которые начал Мамиев, как позывной Мамай. И так и будет дальше продолжаться, пока мы не принесем нам домой нашу долгожданную победу. Спасибо большое. Мы надеемся всем вам здоровья, и что все живыми, здоровыми вернулись домой. Я хочу слово предоставить маме. Я не буду ее по имени, отчеству называть, я не буду ее помпезно представлять. Она для Олега была мамой, родной мамой. Верочка, просто 2 слова скажи всем этим людям от имени семьи. Я хочу поблагодарить всех людей, которые сейчас находятся здесь. От имени своей семьи, от себя лично. Поблагодарить, которые организовали все вот это. Спасибо вам большое, что не забывайте Олега, что помните его. Огромное вам спасибо. Спасибо, Верочка, дорогая. Дай Бог, чтобы Олега, дети, все вы, чтобы вы были живы, здоровы, и дальше все было у вас в жизни нормально. И в заключение нашей героико-патриотической акции мы должны... Можно я просто забыл сказать? Вот сейчас идет работа, я с людьми разговариваю, чтобы Олегу в селении Коста, откуда выходцы, поставить бюст. Я уже основание для этого бюста залил прямо на въезде, где погибшие в годы Великой Отечественной войны. Там огромный памятник у нас. И вот там идет работа в этом направлении. И мы постараемся Олегу вот там прямо на въезде в селение Коста
поставить вот большой бюст. Спасибо большое. Я предлагаю почтить память Олега Мамиева, Мамая, минутой молчания. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, Олег был православным, очень верующим человеком. Поэтому сегодня у нас присутствует отец Игорь на акции. Он член общественного совета города, представитель Владикавказской Аланской епархии. Отец Игорь, вам слово. Как удобно, вам писать. Ако я бы написал алкадарма катаритара мануша и душа, аминь. Снова воскресит смерть, смерть поправ, сущего грабежа, мудрого. Снова воскресит смерть поправ, сущего грабежа, мудрого. Снова воскресит смерть поправ, и сущего грабежа, мудрого. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый тайно скончавшийся, душу раба Твоего спаси, упокой. Сохраня во блаженной жизни Тебе человека любче, покойся Твоим, Господи. Иди же все святые Твои упокоиваются, упокой душу раба Твоего человека любче. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, если Бог сошли в аду захованных, разреши его. Саму душу раба Твоего упокой, ныне Христной во веки веков. Аминь. Едино чистая, непорочная Твоего Бога, бессмертная, молись, спасися души его. Патерных написал, вещь Божий, ты кругом, как рекушем, а на твори от бака. Салтари от бака, салтари от бака, салтари от бака. Ночь дар кругом, самый писал Сахара, Олега. Будут свой шара, на хатер гонор свой бара и монобара. Рига шара куша удон. Салтари от бака, салтари от бака. Самый писал бы надушка на занадушка. Срай за штраф. Двух отцов воды, хайку два, Матарина сын, башку гой, Если позже намешал пацак, написал черешню туром, Салтари гадбака, Салмашкубом, Улар вон жертву на закон садочку, Шолдиша писал, Малата Мадаримон и Башер так Мадешкон Дуния Садрата, Недопадок написал, Иду свой рада Сагаран, Назолкиной Олегу Давук Шаба, Натахудяк Баштей Сыранной Мат Пажин, Ухар, Палар Маде Мага записал, Ахтай Нухватарка, Нухватар, Штаби, Кудия, Ладно Туриза, Туман Маная, Хамадей Маг, Амина Дочный Вас, Амина Зидана Тариза, Мишна Дарасина, Мараши Лепархон, Самайдарита Данаписал, Черешки Мадонсина Чибасиди, Идони Шомбон Райга, Шиманушна Сардана, Марин Паттана, Дарана Райга и Кудима, Майору, Ашау Дагма Сардака Кудима, Рамакатари Тарамануша, Юштамамин, Осветлени Господь, Девы душу раба Твоего, видишь болезнь и печаль, Мимо утекание но жизнь бесконечная. И мудрость Христа и Богородица, спаси нас. Честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, Вестня Бога Слова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, ныне присно во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй, помилуй, Господи. Живи меня от него, водой воскреси, звук Христос, истинный Бог наш, молитвами, чисто своим Тебе. И всех святых душ от нас, оставшихся на Пасхе, лично поминаемого, убиенного воина Олега, несущих его сродников, и всех на поле брани за веру Отечества, ближнего своего живот святого Духча, и всех на поле брани скончавшихся, отцов и братьев наших. Вселенных праведников, что мир доброму покоит, справедливых почитает и нас, и поминаем, помилуй и спасет, яко благо человека, видит, аминь. Блаженному стоянию вечный покой, подашь Господи Иисусу, рабу Твоему, весно поминаемому, верному воину Олегу, сотвори его. Душай Бога благие, водворится, память Его в нову, Царство Небесное, Царство Небесное, вечный покой. Душа готовит, нажму аутор, 4 миллион шаг, того будона, где минут написал памятка. Abundant Matileye Bogdan Mahan Yemjak Montan'ya Kaytar Kansagan işte Nufçın işte Na Adam Mahan Kaytar Ştırlar Bey Güzel Tabi Sam Ştırlar Дорогие друзья, уважаемые члены семьи Олега, спасибо вам за такого сына. Спасибо селению Коста Ардонского района за такого сына. Спасибо Осетии многонациональной за такого сына. А мы его все будем помнить, Олега. Каждый в меру настолько, насколько знал или слышал о нем. Лично я его тоже лично знала. И с ним был Георгий Калоев, вы его все помните, из боевого братства. И часто ночами, даже до часу ночи, до 2 часов ночи, мы иногда переписывались, как там дела, как здесь дела. И он сегодня перед глазами такой же молодой, такой же красивый, жизнерадостный, смелый, сильный, настоящий патриот нашего Отечества. Героико-патриотическая акция, посвященная памяти легендарного командира батальона «Пятнашка» Мамая, объявляется закрытой. Лети по небу клин усталый, лети в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место
что для меня настанет день из журавлиной стаи. Я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в